Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем вы скоро познакомитесь по судьбе. И каким будет это знакомство, и что из этого выйдет. Загадайте, пожалуйста, на себя и на самое ближайшее будущее. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут разные знакомства у вас вышли. И только одно качественное. Качественное в плане с продолжением. Да? Вам по судьбе с разными людьми познакомиться. От кого-то вы будете в восторге, а от кого-то будете фукать и говорить: фу, какая гадость. Да? Да что за человек такой? Да вообще как тебя земля носит. Да, вот прям противные какие-то еще будут люди. Ну и будут прекрасные люди. Есть полезное знакомство, и вот оно качественное. Мужчина в шляпе, ну, либо головной убор у него какой-то необычный, может, не по сезону, да, сейчас там зима, холодно, а у мужчины там бейсболочка летняя, ну, либо какая-нибудь модная шапочка. С вот этим мужчиной у вас самое лучшее качественное знакомство. Он вам целует руку, и когда он это делает, вы прям сияете. То есть мужчина красивый, красиво ухаживает, интересный. Такой вот прям, знаете, как завидный жених. Он целует вам руку, он выделяет вас среди других женщин. Тут ваши подружки зелененькие будут ходить от зависти, будут говорить: да как так, да что он в тебе нашел? Но он там не такой, не серьезный, там лучше с ним не общайся, а вы сами все увидите. Вам не нужно рассказывать, кто хороший, кто плохой, и вам не нужно объяснений, вы сами все прекрасно и видите, и понимаете. И этот мужчина умеет развеселить, и этот мужчина умеет быть джентльменом. Вам все понравится, вы сама будете от него в восторге. Он в восторге от вас, вы в восторге от него. Вам по судьбе с ним познакомиться на каком-то застолье, да, вот будет проходить застолье, шумное такое, прям громкое, смех, звон бокалов, эти вилочки, ложечки, да, по тарелочкам стучат. Будет вкусно, будет интересно, будет музыка, приятное общение, и там вы познакомитесь. И тут будут какие-то казусы в плане того, что вроде как вы и живете друг от друга недалеко, и, возможно, даже там учились в одной школе, либо там на одном предприятии могли даже работать, но почему-то вы раньше никогда не пересекались. Вот это интересно. В общем, у вас будет очень много тем, потому что окажется, что там, где бывали вы, бывал этот мужчина. А то, что нравится этому мужчине, вам тоже очень нравится. Прям очень много схожего, очень много параллелей будете проводить, и от этого еще интереснее вам станет. Ну, про этого мужчину давайте чуть позже. Вот хочу про неприятное знакомство вам рассказать. Мужчина, скорее всего, будет очень сильно пьян. И этот мужчина в обычной жизни так себя не ведет. То есть он не цепляется к женщинам, он не навязывает женщинам свое общество. Наоборот, скорее всего, он очень такой спокойный, скромный и тихий человек. А тут, понимаете, скорее всего, перебрал бедняга. И вот не совсем лыка вяжет, и вас увидит. Может быть, вот еще могу подчеркнуть, что, может быть, этот мужчина давно испытывал к вам очень сильную симпатию, вы ему всегда нравились, а тут, у пьяного, да что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, вот прямо как-то развязно себя будет вести. И вам очень не понравится это знакомство, и, возможно, вы там и выматерите этого человека, может, даже и стукнете его чем-то, но от себя там, знаете, очень сильно оттолкнете, скажете: иди, проспись, да, вот прям неприятно. Почему это важно? Почему я на этом мужчине акцентирую? Потому что не обижайте этого мужчину, да, он виноват, что он очень много выпил, и да, он будет виноват, что поведет себя, развязно, будет к вам приставать, но
Он хороший человек. Когда он проспится, когда он узнает о своем таком вот нелицеприятном поведении, этот мужчина будет готов сквозь землю провалиться. И еще мне идет, что этот мужчина там, будет ходить за вами, просить прощения, объясняться. И это его искреннее будет прощение, искреннее объяснение. Он хороший человек. И также я вижу, что этот мужчина в будущем вам пригодится. Пригодится, знаете, в каком плане? Где-то вот помочь, что-то для вас сделать. Либо вам в будущем придется к этому мужчине обратиться по важному делу. Допустим, он какой-то там специалист, либо он какой-то там начальник средней руки. И вот он вам будет нужен. Поэтому там не сильно ему грубите. Понятно, что неприятно, когда пьяные мужики к вам лезут. Как-то постарайтесь более-менее войти в положение, насколько это возможно. И не настраивайте себя слишком категорично против этого человека. Он хороший человек, просто перебрал. Для него это будет очень хорошим уроком, чтобы в будущем избегать вот этих попоек до свинячьего, просячего виска. И уж тем более да, женщина, которая нравится, либо понравилась, и вот он так себя ужасно повел. То, что он будет чувствовать перед вами свою вину, это для вас прям такое хорошее подспорье в будущем. То есть безотказный будет для вас. Вот все, что хочешь, проси, он все сделает, лишь бы загладить вот эту свою вину. Это про неприятное знакомство. Про полезное знакомство хочу сказать. Но там явно какой-то вот мне идет либо человек, который решает вопросы, либо какой-то доктор. Доктор ведь тоже решает вопросы по здоровью. Буквально, как говорят, Бог послал, да? Бог послал этого человека. Вот тут вас через кого-то познакомят. То есть будет кто-то, кто знает вас и кто знает этого мужчину. Тут никакой там личной темы не просматривается. Здесь именно просматривается взаимодействие и то, что важно и полезно для вас. Вы буквально вцепитесь в этого мужчину и скажете: вы мне нужны. Вот вас я всю жизнь искала, да, либо я вас искала на протяжении долгого времени. Мужчина улыбнется, он будет в хорошем расположении духа. Чем сможет, тем поможет, либо вы там обменяетесь контактами, и потом уже будете через этого мужчину решать свои вопросы. Вот он такой приятный, он, не знаю, то ли с ребенком будет, может с внуком, с внучкой, может это его ребенок. Такой прям произведет на вас впечатление, у вас прям глаз на него загорается. Не в том смысле, а именно в смысле помощи, да, что вот мне нужен был такой специалист, я давно искала, и вот, пожалуйста, я нашла. Так, теперь возвращаемся к этому кто вам очень понравится и кому вы очень понравитесь. Смотрите, мужчина классный, он очень много шутит, он такой, знаете, за словом в карман не лезет. Еще я вижу, что он какой-то творческий, талантливый, может, он умеет петь, либо там на музыкальном инструменте играть, может, он умеет там анекдоты рассказывать, да, либо какие-то классные истории, да, смешные, интересные. Но у этого мужчины какой-то филин за спиной сидит. Филин либо это проблема, либо это какая-то тайна, которую он прячет. Возможно, у этого мужчины в прошлом что-то такое происходило, чего он стесняется, то, что он не хочет афишировать. Также может быть, что мужчина пережил какую-то трагедию, и его этот весь юмор, весь этот шик-блеск, это как броня, как защита от прошлого мне идет. То есть в нем все хорошо, но вы прям интуитивно будете чувствовать, что что-то есть, и этот мужчина это замалчивает. Возможно, вы будете задавать мужчине вопросы, где-то был. Вроде, смотрите, вместе где-то рядом находились, жили или побывали в одних и тех же местах в одно и то же время, но не встречались. И у вас, конечно же, будут вопросы, но мужчина вам не будет отвечать. Это не потому, что он вам не верит, да, либо он скрывает, что он считает, что вы лезете не в свое дело. Нет, здесь, скорее всего, для него неприятно об этом говорить. Да, неприятно. Пусть это не будет для вас каким-то триггером, да, на то, чтобы перервать это прекрасное общение. Просто оставьте это до лучших времен. Когда ваши отношения выйдут на новый уровень, а они у вас точно выйдут на новый уровень, я это вижу, тогда мужчина вам сам все расскажет, и тогда вы все поймете. То есть не нужно искать и копать там, где не следует, да, копать там, где это больно этому мужчине.
Вы с этим мужчиной вот как через праздники пройдете, мне идет, через какие-то праздники. Может быть, там будет совпадение, там несколько каких-то праздников подряд. Может быть, он вас позовет, скажет, вот у меня там пригласили на день рождения, либо пригласили куда-то, поехали со мной. Вот, и вы с ним будете ездить, получать максимум удовольствия от его компании, от его общества. Вот классно, с ним очень интересно. И мужчина еще такой, знаете, он какой-то вот супер положительный и очень ответственный. Он буквально вот что говорит, он сразу же это делает. И вам это, конечно, понравится, вас это подкупит. И опять же, на него все женщины смотрят, а он выделяет именно вас. И вы себя прям чувствуете, императрицей этого бала. Видите, как эти женщины кривятся в вашу сторону, и понимаете, прям физически чувствуете, что они вам завидуют. Это неплохо, это очень даже неплохо, а для женской самооценки это прям самое то. Особенно если вы немножечко ее потеряли. Тяжелая жизнь, да, испытания могли немножко потерять. То есть считали, что вы там с морщинами, с сединами, что у вас там вес немножко не такой, как люди пропагандируют. Вот вижу, что да, понравится, вы прям расслабитесь, у вас крылышки отрастают. И у него, кстати, крылышки отрастают. Крылышки — это первый признак легкости и счастья, ощущение счастья. Ощущение, что я в компании своего человека. То есть вы буквально вот познакомились полчаса назад, но вы как будто бы родные, как будто бы вы друг друга, 1000 лет знаете, да, вот такое будет ощущение. Застолье вас ведет, за одним столом будете сидеть. Опять же, вы, может быть, приглашенный гость, может, он приглашенный гость, может быть, это у вас будет это застолье, и кто-то приведет друга, и вы будете не против, а потом будете даже очень рады, что такого друга привели. Мне нравится то, что я вижу, очень даже нравится. Не нравится зависть и не нравится ревность. Ревность со стороны какого-то мужчины будет. Может быть, это ваш тайный поклонник, а может быть, это ваш бывший, кому вы там много раз уже отказали, кого много раз послали, тоже может приревновать, но проблем не будет. Почему? Потому что этот мужчина, вот ваш новый знакомый, он может обыграть любую ситуацию, выйти из любой патовой ситуации, причем с юмором, с блеском в глазах, с добрыми словами на устах. То есть ни драки, ни каких-то потасовок, выяснения отношений точно не будет. Будет легкое напряжение, но оно потом сойдет на нет. Да, такой приятный мужчина вообще, знаете, как рубаха-парень, есть же такое выражение. Но при этом он еще и красавчик, и он еще и к вам тянется, за вами ухаживает. Очень легкий, обходительный, вот с юмором, с талантом, и умеет в женщине добыть искру. Мне так еще идет. Я не буду говорить, что вы прям сразу с первой встречи, с первого знакомства уже будете любовниками, но я вижу, что вы очень быстро к этому придете. Причем по обоюдному и согласию, и желанию. То есть не будет такого, что мужчина вас за руки, за ноги в кровать тащит. Нет, такого не будет. Вы сами этого очень захотите, потому что невероятно обаятельный. Вот эти ваши химия, да, химия тела, она тоже сработает. Просто давно такого с вами не было. То есть мужчины, другие мужчины не могли пробудить вас, зажечь вас вот эту искру. А у этого мужчины получится. Причем получится вот с первого раза, с первой встречи, да, с первого слова даже у кого-то получится. Да, хорошо, это неплохо. Тьфу-тьфу, еще раз. Также для девушек и женщин, которые находятся в отношениях с другими мужчинами, допустим, ваш муж, он территориально находится в другом месте, да? Вам же не нужно сидеть дома и думать, да, горевать, тосковать, быть затворницей и ждать, когда же ваш муж откуда-то приедет, либо до вас доедет, либо когда времена поменяются. Соответственно, вы живете как полноценный человек, полноценной жизнью. Вот для вас это будет прям момент искушения судьбы. И, честно, кто-то не сможет пережить этот момент. Да, возможно, вы поймете, что муж у меня хороший, но вот этот мужчина, он прям мое сердечко задел. Я хочу именно с этим мужчиной быть. Да, вот мне идет, что любовниками станете. Причем с тенденцией к тому, чтобы в будущем заключить брак. То есть это не просто какая-то тайная связь раз от раза, а именно тенденция к тому, чтобы заключить официальный брак. У кого нет отношений, либо вы вышли из долгих травмирующих отношений, болезненных отношений,
и не верили мужчинам, не хотели верить мужчинам, вообще считали, что вы больше никого к себе не подпустите. У вас этот недух как рукой снимет, благодаря вот этому классному мужичку, который вас там и развеселит, и искру добудет, и вы скажете: нет, все-таки есть хорошие, и зря я на себе крестик поставила, да, зря я на себя черный платок одела. Нет, я хочу жить, я хочу любить. Вот подарочек судьбы у меня тут нарисовался. Мне очень нравится мужчина, и мне нравятся ваши ощущения. Мне нравится, что вы как, знаете, роза расцветаете, аромат ваш, да, красота ваша. Ну вот говорят же, нужно хорошее слово, нужно доброе отношение. Любая женщина раскроется, любая женщина ответит. И этот мужчина, он именно найдет те правильные слова, чтобы вы раскрылись. Раскрылись именно для него. Не для кого-то, а именно для него. Хотя все будут видеть, какая вы невероятная. Да, даже будут вот какие-то люди рядом, которые вас давно знают, и они вас такой счастливой никогда не видели. Никогда не видели, что вы умеете так веселиться, отрываться, что вы такая вот веселая, да, вот не видели вашего блеска, красоты вашей, вот настоящей не видели. Тоже вам будут об этом говорить. Но на вас этот ваш новый знакомый так положительно влияет. Ну что, мои хорошие, походу вы своего человечка встретите. Причем встретите в тот срок, который вы загадали. Да? Я вообще смотрю на ближайшее будущее, на самое ближайшее будущее, срок в 3-4 недели. Вот вы его встретите. И встретите за каким-то столом, не идет, застолье. Может быть, дома, а может быть, это будет какой-то, вот, не знаю, ресторан, кафе, может быть. Но людей за столом будет сидеть много. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.